германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Великая Отечественная война так или иначе коснулась всех республик Советского Союза. Ингушетия принимала самое активное участие в обороне страны и посредством воинов, отправившихся на фронт, и оборонительными боями на своей территории. Одним из главных поворотных моментов войны стала битва за Малгобек. Важным стратегическим направлением для немецко-фашистских захватчиков был Кавказ. До войны Малгобек наряду с Баку был главной топливной базой Советского Союза. Здесь и в Азербайджане добывалось 86% всей советской нефти. Небольшой поселок нефтяников в Алхачурской долине Малгобек на склоне Терского хребта появился на карте СССР в 1933 году, когда здесь нашли богатые залежи нефти. С развитием месторождения поселок уже в 1939 году получил статус города. Уникальная по составу малгобекская нефть шла на изготовление самолетного топлива и была лакомым куском для вражеских войск. Топливо для танков и самолетов производилось немцами из каменного угля и было крайне дорогостоящим. Чтобы отрезать советские войска от главных нефтяных районов страны к зиме, Гитлер приказал своим войскам взять Малгобек до 25 сентября. Малгобек готовился к обороне. Старики, женщины и дети рыли огромный противотанковый ров, который, как и оросительные каналы города, был заполнен нефтью, чтобы в случае крайней необходимости поджечь их, создав перед вражескими танками еще одну преграду. Были уничтожены все нефтяные скважины. Летом 1942 года, прорвав советскую оборону, немецкие войска вышли к Тереку. Малгобек подвергся массивному обстрелу и был практически стерт с лица земли. Горели нефтяные скважины и каналы с нефтью. Черная завеса от горящей нефти превратила день в ночь, а свет от взрывов при обстрелах – ночь в день. Шли ожесточенные бои. По воспоминаниям очевидцев, склоны Терского хребта были усыпаны трупами советских и немецких солдат. Немцы перебросили из-под Новороссийска под Малгобек элитную моторизированную дивизию СС «Викинг», с помощью которой они планировали прорвать оборону города. 28 сентября при участии 52-й отдельной гвардейской танковой бригады под Малгобеком началось крупное танковое сражение, продолжавшееся более 9 часов и закончившееся победой над противником. 5 октября 1942 года в восточной части Малгобека враг был остановлен. До выхода в Алхачурскую долину, открывавшую дорогу на Грозный и Баку, оставался всего километр, который преодолеть немцы уже не смогли. Гитлеру не досталось и литра малгобекской нефти. Следующий за немецкой армией 5000-ный штат инженеров и квалифицированных рабочих должен был начать добычу нефти, но, осмотрев засыпанные камнями скважины, инженеры доложили фюреру о невозможности нефтедобычи. Некоторые официальные источники говорят, что в боях за Малгобек погибло чуть больше 20 тысяч советских солдат. Современные военные историки уверены, что оборонительная операция отняла не меньше 120 тысяч жизней советских солдат и мирного ингушского населения. К сожалению, только сейчас историческое значение битвы за Малгобек получает должную оценку. 8 октября 2007 года Малгобеку было присвоено высокое звание «Город воинской славы» как признание мужества и стойкости защитников этого кавказского рубежа, причем не только воинов действующей армии, но и ополченцев, храбро защищавших свою родную землю.